Вот так ровным строем, шаг в шаг, вчерашние школьники входят в новую жизнь. С этого марша начинается их студенчество. Впереди у них интересные лекции, семинары, бессонные ночи, зачеты и экзамены. Но сегодняшний день им точно запомнится как большой праздник. Под звуки студенческого гимна каждый факультет проносит табличку с названием своей специализации и воздушные шары разных цветов. У каждого факультета он свой. Будущие экономисты, юристы, врачи и филологи – это десятки новоиспеченных студентов. Пока первокурсники путают кабинеты, не знают своих преподавателей в лицо и забывают, где смотреть расписание. Но очень скоро эти бывшие школьники освоятся в своем новом доме. Альберт Битиев – представитель золотой молодежи, который это звание заслужил отличной учебой и стремлением к знаниям. Но в этот день всем первокурсникам сложно скрыть волнение. Школу я закончил на золотую медаль, получил красный диплом. Было нелегко. В университете тоже планирую. Хочу учиться на отлично, посмотрим, что получится. Иоланда Батаева, как и ее теперь уже сокурсник Альберт, выбрала экономический факультет, а за спиной у студентки победы на различных олимпиадах и заветная золотая медаль. Аттестат у первокурсницы красного цвета, и к концу учебы в вузе она намерена добавить в копилку достижений и красный диплом. Я поступила на финансы и кредит, поскольку это одна из самых востребованных и одна из самых тяжелых специальностей, потому что там нужно требования, чтобы учиться, надеюсь, очень хорошо, на благо своей республики. Большинство педагогов Ингушского госуниверситета – профессора, академики и доктора наук, за плечами которых десятки лет педагогического опыта. Приветствовать первокурсников им приходилось не раз, но каждый сентябрь и знакомство с абитуриентами все равно приносит новые эмоции. Ведь именно от них отчасти зависит будущее этих молодых людей. Первый шаг вы уже сделали. Я очень надеюсь, что и вся ваша дальнейшая студенческая жизнь будет легкой, будет веселой, будет энергичной, будет приносить вам много новых знаний и будет вам приносить много удовольствий. Амувлад Гирей-Дзагиев поделился с первокурсниками, что в их статусе он был почти полвека назад, и если бы была возможность, вернулся бы вновь в студенчество. Пожелания профессора первокурсники встретили аплодисментами. Я желаю вам лекций не скучных, преподавателей не строгих, семинаров интересных и плодотворных, зачетов автоматом, сессий коротких, лабораторных самосдающихся, а курсовых самопишущихся, ночей веселых, друзей бесшабашных. Удачи, успехов, благополучия! Самую торжественную часть праздника ознаменовало вручение первокурсникам студенческой символики – хрустального ключа от Ингушского государственного университета, который откроет ребятам двери в новый мир знаний. И зачетные книжки, в которой будет оценено, насколько эти самые знания усвоены студентам. Ну и последний этап перехода в студенческую жизнь – традиционное коллективное произношение первокурсниками клятвы студента, которое объединит всех этих ребят и свяжет общей целью – учиться и развиваться на благо Родины и народа. Клянемся соблюдать и выполнять требования, предъявляемые к студентам высшей школы, систематически повышать уровень своих знаний, вести себя достойно, уважать старших, по-товарищески строить свои отношения с однокурсниками. На концертную часть праздника признанных артистов и известных исполнителей звать не стали. В стенах Ингушского государственного университета много талантливых и одаренных студентов. Именно они исполнили для ребят известные песни. Нас бьют, мы летаем, от боли все выше. Для этих ребят все только начинается. Учеба, бессонные ночи, интересные встречи, фестивали, спортивные мероприятия и форумы. Ведь студенческие годы и есть первый переход во взрослую жизнь. Мария Мистоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.